Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Альтернативы». Сегодня мы выходим в эфир из студии БАС-ТВ. Простые граждане считают, что их мнение никак не влияет на формирование бюджета. Они имеют крайне слабое представление о том, как расходуются публичные финансы. При этом 9 из 10 опрошенных хотели бы знать больше о том, как утверждается бюджет и как он исполняется. Таковы данные одного из опросов общественного мнения, который провела в Кишиневе Ассоциация независимой прессы. Студия БАС-ТВ решила провести свой опрос по данной тематике на улицах Басарабяски. Вот какие ответы мы получили. Знаете ли вы, из чего складывается бюджет Приморья или райсовета? Да, примерно, да. Так очень сильно. Sunt bani veniți din bugetul statului, dar sunt și din banii agenților economici care plătesc impozitul local. Nu pot să vă spun. Из налогов, может, которые мы платим. Da, desigur, este impozitele care oamenii le achetă în fiecare lună, se oprește din salariu taxele pe valoare adăugate. Интересно ли вам знать о том, куда уходят публичные деньги? Естественно, интересно. Asta sunt banii noștri care noi plătim în bugetul țării noastre și trebuie să știm rezultatul. Собственно, интересно, конечно. Aș vrea. Da, sigur aș dori. Și aș participa și la dezbateri publice. Ar trebui să fie pus public toate informațiile astea, deoarece sunt banii noștri din buzunarul nostru. Хорошо бы было дать отчет за эту сумму. Знаешь, уходят публичные деньги там в садики. Но вам интересно знать? Ну да. Откуда вы можете получить эту информацию? С телевидения, БАС-ТВ. Ну, я считаю, что при желании от примаря, от его замов, от экономиста. Din oamenii care știu despre acestea. Ну, по телевидению постоянно, БАС-ТВ. Cred că dacă să faci o discuție cu toți locuitorii din Basarabeasca la nivel orășenesc sau regional, adică putem să aflăm. Получить только от знающих людей. Мне она недоступна. Заходите ли вы на официальные сайты райсовета и Приморья? Нет у меня А почему? большого интереса, пока нет. Nu. Нет, еще не заходил ни разу. Почему? Не было интересно. Cu părerea de rău, nu. Da. Ce ne puteți spune despre conținutul acestora? Informația este. Eu cred că, dar eu cred că trebuie să fie informația asta. Да, есть информация? Este. Почему финансовая деятельность органов местной власти должна быть прозрачной? Люди должны знать, что творится, куда деньги уходят. Для того, чтобы мы боролись с коррупцией. Когда мы платим налоги, мы должны видеть результат от этих налогов. Там, например, дорогу отремонтировали, там, скамейки новые где-то поставили в парке. Вот так жители нашего района оценили уровень транспарентности в работе органов местной власти. И сегодня мы будем говорить о том, вовлечены ли граждане в процесс разработки местного бюджета и насколько прозрачно распределяются публичные финансы. Обсуждать эту тему мы будем вместе с гостями передачи. Это вице-председатель района Басарабяска Андрей Михайлов, это житель города Петр Скутарь и советник городского совета Басарабяска Егор Никита. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать к нам в студию. Эта передача выходит в эфир в формате телемоста, и на прямой связи с нами будет Кишиневская студия, канал Регионал. Я приветствую участника, который там сейчас находится. Это эксперт ИДИС Виетору Анатолий Молдовану. Здравствуйте. Господин Скутарь, вот вы посмотрели опрос. Во-первых, скажите, насколько он объективен? Вот вы тоже житель города, если бы вам задали те же самые вопросы, то как бы вы на них ответили? Я чуть-чуть знаю проблемы изнутри. У нас политической культуры практически нету в
в совете нашем, что в городском, что в районном. Если идет какая-то инициатива, она с одной партии, она рубится на сухую с другой стороны. И вместо того, чтобы советники шли с инициативами именно сделать что-то лучше для города, все идет наоборот. Это самая большая у нас проблема, я считаю. Ну вот что касается уровня прозрачности деятельности органов местной власти, особенно по распределению финансовых средств. Допустим, эта информация доступна как-то? У нас эта информация, если так взять, доступна путем то, что вы показываете как телевидение, нет да нет, Примария публикует все, что они делают, так что какая-то прозрачность есть. Уважаемые участники передачи, ну вот как вы слышали из опроса, большинство граждан все-таки имеют представление о том, из чего складывается бюджет, но сами они в этом никак не участвуют. Хотя закон о прозрачности процесса принятия решений гласит о том, что органы местной власти не просто по своему желанию, а они обязаны публиковать проекты решений, прежде чем эти решения будут приняты. Господин Михайлов, вот вы сейчас представляете исполнительную власть района, но долгое время вы работали в должности секретаря городского совета, то есть вы знаете проблему изнутри, и там, и там. Скажите, какова обычная процедура принятия бюджета? Добрый вечер, уважаемые граждане, жители города и нашего района. Вы все даже представляете, как вообще начинается этот процесс. И вот поэтому у нас возникает много вопросов. Сначала идет прогноз, который длится полгода. Этот прогноз направляется в Министерство финансов. Мы прогнозируем, мы не можем сказать, что бюджет будет вот столько или столько. Мы даем свой прогноз. После обсуждения этого прогноза нам доводятся цифры с Министерства финансов, приходят цифры, какие. И вот мы обязаны в декабре месяце следующего бюджетного, за будущим бюджетным годом принять бюджеты. Насчет прозрачности я бы здесь поспорил. Господин Скутер упомянул Примарию, но у нас есть сайт www.basarabiaska.md, где мы публикуем сначала все проекты решений. Проекты – это не принятые решения. А после чего, после принятия решения районным советом, мы уже публикуем решения, которые приносят то, что они могут быть изменены. К сожалению, у нас наблюдается инертность в этом вопросе населения самого. Все сессии городского, сельского и районного советов, они все открытые, мы закрытых заседаний. Может любой гражданин, который пожелает, вот господин Скутарь, я хвалю его за это, видно, что человек переживает, он присутствует практически на всех заседаниях нашего совета, и это похвально. Этот человек думает о чем-то, то есть о текущих вопросах, которые мы решаем. И поэтому в отношении прозрачности мы газеты районные не имеем, к сожалению. Может быть, районная газета была, мы публиковали в газете. Но то, что у нас есть в сайте, публикуются и проекты решений, и сами решения, это безусловно. Поэтому любой гражданин зайдите. Какую-то обратную связь вы получаете? Получаем. Есть обсуждения, есть люди, которые вмешиваются в идут обсуждения. Но, к сожалению, их очень мало. Очень мало. Это единицы. И поэтому сами граждане достаточно пассивны, на ваш взгляд? Да, сами граждане достаточно пассивны. Я еще, давайте 2 секундочки, я еще приведу пример. Наш бюджет на 2017 год принят на уровне 46 миллионов 400 тысяч лей. А расходная часть 48 миллионов 90 тысяч лей. Как вы видите, расходная часть больше. И поэтому мы свободные остатки, которые остались по результатам исполнения бюджета за 2016 год, 1 661 тысяч, мы с дефицитом не имеем права, мы направили бюджет, об этом все прекрасно знают, мы это освещали, вы присутствовали на районном совете, транслировали. Из этих денег 31 миллион это трансферты, то есть 38 миллионов трансферты. Здесь вы никак повлиять не можете? Никак не можем повлиять. Я поэтому подчеркиваю, что 38 миллионов трансферты с государственного бюджета и лишь получается 8 миллионов у нас собственные доходы. Поэтому вот видите, какой этот бюджет. Если бы, да, эти налоги были чисто наши, и бы мы принимали бюджет, который мы собираем, это все, здесь, конечно, могли бы... Этот вопрос больше относится к децентрализации власти. Господин Никита, вы здесь представляете законодательную ветвь власти. Вы избраны народом.
Скажите, вы лично как советник, другие ваши коллеги, как-то пытались хотя бы взаимодействовать с гражданами, жителями города, собрать их мнение по поводу планирования бюджета, узнать, чего они хотят? Ведь не секрет, что любая мечта, она не может воплотиться в жизнь без финансовой подоплеки. Конечно, мы не раз пытались пообщаться с гражданами, мы приглашали их на сессии. Как получается? Мы для начала получаем приглашение с примарей, мы как советники, а естественно дальше мы уже, каждый приглашает своих друзей, товарищей, близких и так далее. И люди, мы, исходя из того, что мы видели, в общем, картина тут та же самая, потому что вроде как бы люди на все согласны, а по итогу проще решать вопросы или комментировать чьи-то действия с телевизора. Как... Ну, а что вы можете предложить для того, чтобы люди были более активны? Ведь вообще-то обсуждения ведутся. Это, может быть, вам так кажется, что люди совсем не интересуются тем, что происходит в органах местной власти. Ну, у меня немножко другая картина перед глазами. Я много общаюсь с людьми. Их интересуют эти вопросы? Есть, да, есть, конечно. Согласен, что есть люди, кого интересует. Вот даже как Петр Скутарь, это пример. Но я думаю, как исправить этот момент. Я думаю, что мы как советники и в первую очередь примария, мы должны делать сессии гораздо больше в зале, для того, чтобы мы могли привлечь как можно больше публики, больше людей, которые будут присутствовать на сессиях, будут вникать в проблемы города, естественно, и бюджета и так далее. Господин Михайлов, вы тоже считаете, что выход из ситуации – это сделать сессии такими полностью открытыми, публичными? Да, или этот процесс должен начаться немножко раньше? Я тоже так считаю. Я считаю, что созреем до всего этого, о чем мы сейчас говорим. Нужно чаще, наверное, вот такие передачи тоже делать, чтобы люди слышали, что существует. Я вам скажу, что некоторые с трудом понимают, что такое бюджет людей. Я тоже общаюсь с людьми, к сожалению, очень много. Мы сейчас у нас по плану. Я не хочу говорить историю, как это будет. Да, согласен с вами. И мы планируем, на 5-м этаже у нас есть прекрасный большой зал. Когда-то, кто помнит, ваша студия рядом была. Этот зал хотим привести его в порядок. Советники будут в передних рядах с микрофончиками, будем заседать, а сзади, именно в этом зале, будем приглашать, оповещать через средства массовой информации людей, чтобы присутствовали, пожалуйста, присутствуйте, смотрите, задавайте вопросы. Опять же, это будут сессии. Это сессии будут, да. Но я понимаю, о чем вы говорите. Они вообще-то, проекты решения, они разрабатываются гораздо раньше. Да. Проходит обсуждение на комиссиях. А вы не пытались проводить публичные слушания еще до заседания даже этих комиссий? Знаете, я вам скажу, что публичное слушание, еще раз повторяюсь, наверное, что публичное слушание, когда у нас бюджет идет 80%, почти 90% бюджета идет, цифры, которые нам приходят, это трансфер из городского бюджета. Ну, о каком развитии можно говорить? Я вам другое скажу. 31 миллион из этой суммы идет на образование. Можете представить, 70% бюджета у нас идет на образование. То есть зарплаты учителям, содержание школ, прочее. Вот вся картина. Возникают вопросы и по распределению этих средств между школами. Да. Тоже не всегда это все прозрачно происходит. Ну, мы стараемся, мы по какому пути пошли. И я вам скажу, что смешная цифра, которая в этом году, сейчас я озвучу эту цифру, если в 2013 году компонента района, я понял, о чем вы говорите, составляла 3 миллиона, около 4 миллионов рублей, то в этом году она 900 тысяч всего. И, пожалуйста, 900 тысяч распределите на все лицеи и гимназии нашего района и посмотрите, какую сумму. Справедливо еще распределить. Справедливо. Надо. Как? Я вам скажу. Вот в основном мы решили вопросы более-менее с пищеблоками почти во всех учебных заведениях, кроме Басарабяска, Пушкина. Мы в этом году еле упросили. Мы сделали крышу там и окна поменяли, только и косметический ремонтик. А сам пищеблок в страшнейшем состоянии. И вот сегодня я собрал всех директоров лицеев и объяснил, давайте, девочки, это как касса взаимопомощи. Вы отчисляете 1% оттуда с вашей, то, что вы получаете трансферт из госбюджета, и вы отчисляете туда. И согласились женщины, мы выбираем, мы закроем, лучше сделаем один объект более-менее, чем распылим сейчас, поднимем по 80 тысяч, и они ничего не поменяют по 10-15 окон, это ничего не даст. Мы хотим пищеблок лицея Пушкина привести в порядок, пищеблок села Исерле и галерея, и полы перестелить линолеум в Башкалии.
там 170 тысяч стоимости. Поэтому Спасибо, не так Оксана уж Михайловна. много этих средств. чтобы Господин мы- Скутель, как вы думаете, если бы районный совет или примария проводили публичные слушания перед утверждением, перед разработкой даже бюджета, это нашло бы отклик среди жителей города, сел? Конечно, бы нашло бы отклик. Есть только один, я вам скажу сейчас один или два примера. Только на сессии, не бывая, мы на комиссии, вот простые люди, простые граждане, гражданское общество, давлением нашим вот, советники не подняли себе зарплату. Они хотели поднять себе на 300 лей зарплату за каждую сессию. Нашим давлением они выделили 60 тысяч лей на ремонт мини-футбольного поля. Это, я вам скажу, давлением гражданского общества. Если не будет давления с нашей стороны, то они много чего не принимают логически, потому что среди них, я вам скажу, вот как вы говорили, есть, которые свой буклет не открывают ни разу. Вот они приходят с ним, не знают даже на какой странице, что написано, где и что, и для чего они там. И какой процент в бюджете занимают трансферты и Конечно. на что они расходуются? А насчет трансфертов и с чего делается, это не... Как известно, проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они актуальны не только в Басарабяске, они актуальны и в других районах Молдовы. Но, к примеру, в Тараклии уже несколько лет действует практика проведения публичных слушаний перед утверждением бюджета. Ну вот насколько сами граждане в этом заинтересованы, мы узнаем из сюжета, который подготовили наши коллеги из студии НТС. Пожалуйста. За несколько дней до законного утверждения бюджета города на будущий год в Малом зале Дома культуры были организованы публичные обсуждения. В 2017 году увеличился дефицит бюджета почти на 1 миллион лей, сообщил мэр города. Поэтому пришлось предпринять меры, повысить сборы за размещение торговых объектов. Для экономических агентов объектов торговли города в этом году предполагается повышение ставок в пределах 10%. Я думаю, что экономические агенты не почувствуют сильно это повышение в связи с тем, что одновременно будет снижена на 50% стоимость воды для всех экономических агентов. Однако о новых тарифах за размещение торговых объектов экономические агенты узнают, скорее всего, только при оплате в следующем году, поскольку на публичных обсуждениях присутствовало только 2 предпринимателя, хотя, по словам мэра, были приглашены все. Мне кажется, эта инертность говорит о том, что, может быть, не все люди, и тем более экономические агенты города, уверены в том, что от их мнения что-то может измениться. Хотя сегодня по тем предложениям, которые были представлены, я обещаю, что будут предприняты конкретные меры. С чем связана такая низкая явка жителей, с инертностью или со временем проведения консультаций, которые были запланированы на 10 утра, неизвестно. Однако уже на втором вопросе по разработке стратегии социально-экономического развития города людей стало еще меньше. Примария должна заниматься больше пропагандированием проблем и должна как-то вызывать помощь населения для решения этих проблем. Не просто оказывать какие-то услуги, справки, выписи и так далее, но нужно ставить вопрос чаще, не один раз в год, когда обсуждается выполнение плана или обсуждается какие-то другие мероприятия. Но это нужно через неправительственные организации, через ответственных работников примарии доводить до населения и ставить проблемы, которые провоцируют их. Стратегия развития города на 2017-2022 годы – очень важный документ, рассказывает эксперт. В каких областях нужен толчок для развития, будь то туризм, социальная сфера, благоустройство, согласно определенными жителями города и органами местной власти приоритетам, и зависит дальнейшее будущее города. Насколько мы знаем, сейчас мы в основном пользуемся очень хорошими вложениями финансами со стороны Европейского Союза. А Европейский Союз требует, чтобы мы предоставляли документы, которые подтверждают, что деньги, которые придут к нам, они будут использованы по назначению. Поэтому
Единственный документ, который это показывает, это стратегия развития. Естественно, мы приложили очень много усилий для того, чтобы эта стратегия вышла полноценной, чтобы она отражала чаяние народа, жителей, и чтобы, главное, она убедила тех, кто нам помогает финансово, что эти деньги будут использованы по назначению и не будут пропадать, как у нас, в принципе, получалось до сих пор. Всего на публичных обсуждениях бюджета города 2017 года и стратегии социально-экономического развития присутствовало около 40 человек, из которых были городские советники, директора подведомственных учреждений и сотрудники примарии. Вот так проходят публичные слушания в Тараклее. Господин Никита, вот как вы думаете, если в Басарабяске проводить подобные мероприятия, то они будут более успешными или ситуация будет такая же? Вы знаете, у нас в Басарабяске народ поактивнее, чем, я даже не возьму предпринимателя, а просто простой народ. Если вы помните, у нас было пару сессий, которые мы хотели организовать в большом зале, и было достаточно людей. Просто у нас проблема не в этом. У нас проблема в том, что определенные советники просто отказывались в присутствии народа проводить эти сессии. Но народ очень даже активный. И не раз пытались. Просто в ходе того, что так игнорировалось советниками и определенными личностями, просто народ перестал приходить. Последняя сессия у нас тоже была гораздо активная. Был приглашен народ просто так. Советники говорили всем, и люди пришли, и зал был полный. Обычно приходят люди, чьи вопросы там обсуждаются, то есть им интересно знать, как решится их проблема. Ну, это, в принципе, нормально. Да, но в этот раз, вот последний раз тоже зал был очень набит, переполнен, да. Было много народу. У нас другая проблема. У нас проблема в том, что определенные советники просто не хотят. То есть сами советники народа, не заинтересованы, да, в том, чтобы их деятельность была прозрачной. Да. Господин Михайлов, я чувствую, что у вас другое мнение на этот счет. Вы правильно чувствуете. То, что присутствие народа, понимаете, если мы сейчас, давайте, я понял, о чем говорит Егор, я, честно говоря, я дистанцировался от этого вопроса. Вообще я сказал, что вообще я в корне не приемлю вот эти раздоры, разборки, это не мой путь вообще, я считаю, что он тупиковый. Но если на чем мы все, Егор, я понимаю, я же видел эти лица, я видел сторонников вашей партии. Давайте сейчас социалисты соберут своих сторонников. Да, но, Егорка, ну давайте, я знаю. Мне бы тоже не хотелось сегодня политизировать эту ситуацию. Ну, так оно получается. И давайте каждый своих сторонников начнем другого. Я согласен, но я вам скажу, в этом зале, вот люди, которые будут сидеть, и 1 из 10, который будет понимать суть вопроса, который происходит и что он обсуждается. Вы правильно сказали в отношении советника, господин Скутарь. Низкая подготовка и советников, естественно, городского совета. И отсюда и очень много вот этих вопросов, которые возникли на последние. Я помню очень хорошо 2003 год, когда образовались вновь наши районы, и какие составы советников были, простите, там небо и земля. Что сейчас происходит. Советники уровень снизился. Уровень снизился гораздо. И вот откуда и у нас очень много бед. Понимаете? Я считаю, что людей нужно привлекать, но привлекать нужно не просто собрать толпу с улицы, к примеру, Огородной или Щорса, а пригласить туда компетентных, вот правильно, как в Тараклее, компетентных представителей бизнеса, представителей допустим, градообразующих вот таких вот, допустим, как железная дорога, то другое вот таких предприятий. Тогда будет больше толка. Я вам скажу, многие из них и руководители этих предприятий были советниками в свое время и с большим опытом работы. Я с таким удовольствием вспоминаю те созывы. Ну, хорошо, а если бы... Мне было легко работать, просто. Если бы эти люди участвовали как-то в разработке бюджета, вы думаете, он бы как-то изменился? Ну, я думаю, просто как? Изменился бы, в смысле, ну, что изменилось бы? Ну, хотя бы те деньги, что вот они наши, собственные, да, города или района, их можно было бы распределить по-другому, по статьям бюджета? Ну, знаете... Если вы прислушались к мнению этих людей. Ну, наверное, все-таки было бы, наверное. Но мы прислушались бы, однозначно прислушались бы к ним, конечно. Потому что я вам скажу, что одна голова лучше, наверное, 3 еще лучше. Мы обязательно еще обсудим эту тему, но хотелось бы услышать и мнение эксперта, который сейчас следит за нашей дискуссией в центральной студии. Господин Молдовану, вот как вы считаете,
Практика проведения публичных слушаний, насколько она эффективна и что должны ли вообще власти предпринимать какие-то меры для повышения заинтересованности горожан или сами власти в этом не заинтересованы? Спасибо за вопрос, но я хочу сказать вот более так комплексно. Если мы знаем, что бюджеты местных сообществ 40% идет только на зарплату, я говорю так, где-то, 40% идет на услуги, то есть плата за газ, воду и так далее, еще кое-какие-то. И получается, что совет будет распределять? Там получается, что свои доходы от 7 до 15, это уже собственные доходы. И мы когда говорим об том, что мы делим, обязательно, когда мы утверждаем бюджет, мы хотим, каждый вот выходит на слушаниях и хочет дорогу, хочет воду, хочет газ. Ну, это нормально, люди хотят в развитом государстве жить. Но невозможно сделать в одном селении, если бюджет всей страны в дефиците. У нас, если мы смотрим, что идут бюджеты, утверждаются, ну, очень маленькие. Я скажу пример. Уже не буду говорить здесь, потому что вы уже знаете, участвовали, особенно вице-председатель, он работал в местном совете на первом уровне. Пример Пачон. Город Пачон, с кем, когда я работал в местном сообществе, Яловены, заключили договор о сотрудничестве. Южная Корея. Примар говорит так: мы утверждаем бюджет 150 тысяч жителей, где-то 90 миллионов долларов. Я не буду говорить в этих вот вонах. 90 миллионов. Я не знаю, там идет и зарплаты, и услуги, и все. Но у них еще есть одна цифра и экстра бюджет. То есть еще один бюджет, который превыше вот этого. Вот тогда, пожалуйста, давайте сядем мы за стол и будем утверждать, что делать, как делать. И именно мы утверждаем, там говорили люди, что мы утверждаем стратегические планы развития. Вот именно там мы приоритеты выбираем и утверждаем, что надо делать в основном в территории. И вообще-то все зависит от развития государства. Зависит от бюджета государства, и потом мы уже идем, делим то есть шкуру неубитого медведя, когда у нас приходит один лей. Конечно, тот, который выбирается, он хочет сделать больше для своего избирателя. Скажите, пожалуйста, кто-то этого не хочет. Те, которые нарушают закон, там уже есть у нас те инстанции, прокуратура, ЧНЯ и так далее. Мы вновь вернулись в студию БАС-ТВ. Ну что ж, бюджет утвержден такой, какой он есть. Как могут граждане ознакомиться с его содержанием? Господин Михайлов, вот вы говорили о том, что есть сайт, да? Я, прежде всего, спасибо, господин эксперт. Вы очень красиво сказали, я готов подписаться по каждому вашему слову. Видно, что вы человек, который имеете большой опыт работы именно в этом направлении. Вы сказали то, что именно болит у нас у всех. Вы правильно сказали, от 7 до 15% собственный доход. О чем мы говорим, что мы делим, ребята, и что мы сделаем на эти деньги. Если мы сейчас начнем расставлять приоритеты, не знаю, какие мы приоритеты расставим. Отношение прозрачности, я вам скажу, что я уже повторяю, что мы проекты решений публикуем за 2 недели до сессии. Можете зайти на сайт, ну, за 10 дней точно. Каждому советнику мы на электронную почту отправляем полностью все проекты решений. Кроме того, когда приходит, потому что раньше что, пришел на сессию, вручили тебе буклет, вот как вы говорите на городской сессии. Он полистал, ничего не понял, сел, и вот такая история. Мы поэтому направляем, сейчас вовремя направляем в электронном варианте для советников. Советники изучают и приходят уже готовы. Но те, которые хотят изучить, сейчас мы говорим о гражданах. А вот как вы можете тогда объяснить то, что люди, пожалуйста, которых мы спросили, почти никто либо не знает о существовании этих сайтов, либо туда не извините, заходит. Здесь я уже не могу сказать, каким образом довести. У нас есть информационное панно, мы на его ставим на информационное панно у нас в районном совете и публикуем на сайте. Других способов у нас довести до каждого гражданина у нас нету. Я не знаю, вы снимаете наши сессии, вы доводите тоже передачи.
Но, понимаете, в ваших передачах правильно. Вы уделяете 10, 15, 20 минут, к примеру, там вот такая-то... Мы в последнее время показываем сессии вообще. Я знаю, я имею в виду, что... Кому интересно, могут смотреть 4 часа. Что касается бюджета, я это имею в виду. Вы сказали, что доходная часть тоже такая-то, расходная часть такая-то бюджета, и вот отсюда... Потому что телевизионный сюжет — это, наверное, не лучший способ для того, чтобы все эти цифры объяснить. Но я думаю, что сайт, если заходить, но опять же... Господин Никита, а вы как считаете, какой был бы способ более предпочтительным? Мое мнение какое, что очень важно, чтобы каждый советник, неважно из какой он партии, чтобы он пытался донести это до своего круга людей, близких, кто с кем работает. У нас же люди, вот, у каждого из нас есть свой круг. И мы доносим, да, я до своих друзей и так далее, Андрей Петрович до своих, Петя до своих. И в этом и есть народ приходит, неважно, он красный или синий, и люди приходят все, неважно, чей это электорат. Народ приходит. Ну, вот все-таки для того, чтобы люди знали, какой бюджет принят, как он будет распределяться, примарии, городские власти, что для этого делают? С этим уже сложнее, вот то, что согласен. По поводу вашего сайта, я уже так вас наталкиваю на мысль, что можете сказать? Ну, у нас тоже есть в социальных сетях сайт, да, где там выставляется вся информация, но опять же, ей воспользуется только тот, кому она интересна. Я не могу обязать... Господин Скутарь, а вы знаете о том, что существуют сайты официальные в Приморье и в районном совете? Да, я знаю об этих сайтах. Заходите туда периодически? Захожу периодически, смотрю. Я иду даже нет да нет в Приморье, иногда заказываю буклет, прошу, нет да нет дают. В районе там, а когда вижу, у кого-то беру буклет, узнаю, что почем. Я сам иду и спрашиваю, узнаю. Но я хотел бы вам сказать насчет советников. Насчет советников было бы хорошо, если бы закон этот переделали, когда меняют в последний день списки советников. Вот в чем проблема. Вот люди выбирают сначала, к примеру, одних людей, ну, это потом, точно не тема сегодняшней и потом попадается другой человек. Это не тема сегодняшней передачи. Да. Я сейчас предлагаю небольшой такой обзор сайтов наших органов местной власти, и после этого мы его обсудим. Главная страница сайта районного совета Басарабяска обновляется регулярно. Там размещаются новости о жизнедеятельности района, публикуются фотографии, объявления. Правда, большинство текстов только на русском. В разделе «Бюджет района» размещен бюджет на 2016 год. Бюджет на 2017 мы нашли в разделе «Транспарентность» в категории «Решения районного совета», где опубликованы материалы последнего заседания. Категория «Проекты решений» тоже заполнена. Остальные категории в разделе «Транспарентность» пустые, в них значатся только заголовки, публичные консультации, государственные закупки и так далее. Отсутствует ежегодный отчет о прозрачности принятия решений. Сайт Приморьи Басарабяска до недавнего времени работал, но он не обновлялся почти год. Сейчас интернет-страница полностью заблокирована. Мы сделали этот коротенький сюжет для того, чтобы не быть голословными. Я просто попрошу представителя местной власти как-то это прокомментировать. Господин Михайлов. В отношении сайта районного совета. Я не отвечаю за ведение сайта, у нас есть человек, который отвечает то есть есть отдельный человек? Есть, да. Есть человек, который... Вы считаете, он нормально справляется со своими обязанностями? Думаю, что немножко слабовато. Я учту этот вопрос. Я вам, честно говоря, я захожу на сайт сам редко, потому что я являюсь участником всего этого, и я с первых уст это все знаю, участвую в вот этих всех событиях. На себя на фотографиях посмотреть я просто этого не люблю делать. И как видите, у меня мало моих фотографий, где я там мелькаю, я не люблю сниматься сильно в этом. А в отношении того, что не все рубрики, я обязательно разберусь с этим вопросом. И я думаю, что с завтрашнего дня мы немножко начнем менять. Это неправильно. Но вы убедились, что и проекты решений есть, и мы заходим на ваши сайты, хотя бы мы ради того, чтобы строго относимся какую-то информацию подчеркнуть. Потому что очень много нареканий от людей, тем более такое положение, что совет сам неоднородный, вы знаете, как у нас проходит сессии, поэтому мы решили, чтобы меньше было споров, давайте вот так сделаем, и думаю, что это будет лучше. Господин Скутарь, ну вот, а вас бы интересовала информация, допустим, о готовящихся тендерах? То есть о том, какие государственные закупки предстоит совершить, какие фирмы в этом участвуют и так далее.
Конечно же, интересовало. Просто насчет тендеров есть отдельный сайт государства нашего, где проходят все тендеры всех районов, городов, где что почем. Там Вы думаете, что многие люди знают об этом? Не знают об этом. Но Кому было бы кому нужно это знать? Но там То оплатный есть сайт. те, кто идет. участвует. И еще у меня к вам вопрос, господин Скутай, вот просто как представителю нашего городского сообщества. Как вы видели, на сайте районного совета бюджет опубликован. Да, его не сразу там можно найти, но кто захочет, найдет. Вот человек откроет, там цифры, колонки цифр, там очень много разных цифр, процентов, в тысячах, в миллионах. Людям это доступно, это понятно? Нет, 99% из людей не поймут его бюджет, потому что, вот как вы говорили, если бы были бы публичные трения, они изначально видели бы, как, что идет, а если бы они участвовали в этом сами, то, можно сказать, чуть-чуть бы улучшилось бы знание людей. Господин Никита, ну вы человек молодой, современный. Вот вы же наверняка заходите и на другие сайты, вы следите за за тем, как развиваются информационные технологии. Может быть, стоит использовать какую-то инфографику, как-то более наглядно это все использовать, применить вернее. Тогда, чтобы любой человек, ну я не говорю там совсем малообразованный, но чтобы средний гражданин мог зайти на сайт и посмотреть все, чтобы ему было ясно, понятно. Я согласен, да, что может, да, как-то надо приукрасить, но согласен и с Петром, что большинство людей просто не понимают это. Вот вы правильно сказали, цифры. В общем, народу что понятно, как есть на определенных сайтах там. Было произведено то, было сделано то. Вот такие вот широкие какие-то вещи. А вот по поводу бюджета это сложнее. Это надо как-то нам заинтересовать народ, я думаю, как? Это поработать над сайтами, подключить каких-то людей, кто разбирается в этой области, кто на самом деле знает, как заинтересовать людей. А как вы считаете, вот советники городского совета, они вправе спросить с примарии о том, вот как у них сайт работает или Конечно. почему он вообще не работает? Конечно, вправе. Конечно, и мы исправим то, что сайт вот заблокирован. мы тоже будем следить за ситуацией, это я вам обещаю. Спасибо. Сейчас я бы хотела ознакомить вас и наших телезрителей с результатами исследования сайтов районных советов вообще по всей Молдове, которые провела организация ИДИС Viitorul. Мониторизация процесса транспарентности, осуществленная ИДИС Viitorul, показывает, что лишь четверть районных администраций через свою веб-страницу информирует граждан об использовании публичных средств. Другие 30% местных властей применили альтернативные способы для публичных консультаций и информирования о проекте бюджета на 2016 год. И почти половина районных советов никаким образом не исполнила это обязательство, предусмотренное законом. Pentru o administrație transparentă, pe de o parte îți asiguri utilizarea eficientă a resurselor, îți asiguri asigurarea resurselor, le canalizezi pe subiecte care sunt importante pentru comunitate, pentru societatea care o gestionezi și totodată are un impact mult mai benefic pe termen scurt și pe termen lung, dacă sunt administrate corect. По заключению экспертов, некоторые неточности, обнаруженные в способе использования публичных денег, допущены непреднамеренно ответственными за это лицами. Контроль за введением бухгалтерского учета вскрывает и правовые неясности, и административные недостатки. Administrațiile noastre publice locale au deficiență la nivel de administrarea veniturilor, de administrarea cheltuielilor, de raportare. Adică e să spunem, un sector foarte vast unde, practic, nu este posibilitatea ca să nu dai greș, pentru că avem și legislație câteodată ambiguă, avem și mulți factori. Оценщики местных бюджетов утверждают, что в некоторых случаях публичными деньгами управляют неэффективно из-за отсутствия глубоких знаний у чиновников, а также из-за ошибочного способа организации деятельности в той или иной административной единице. Acum chiar ne propunem să avem și finalitate să spunem, în urma auditelor pentru a da un semnal în societate că cei care gestionează fraudulos banul public până la urmă urmează să fie penalizați. Și de fapt asta este un mecanism sau este un instrument care probabil va responsabiliza și administrațiile publice locale, centrale, de toate nivelele, că banul public trebuie utilizat și, să spunem, cheltuit conform destinației și corect.
Начиная с этого года Счетная палата использует новый метод исследования по использованию публичных денег. Палата больше не будет проводить аудит для каждого района в отдельности, однако будет осуществляться системный аудит, к примеру, по деятельности муниципальных предприятий и в других сферах. У меня вопрос к господину Молдовану. Как вы считаете, в чем причина такого низкого уровня транспарентности в работе органов местной власти? Это было отражено и в отчете вашей организации. И сразу же второй вопрос. Считаете ли вы нужным проводить консультирование чиновников на местах или даже советников, потому что и участники в Басарабяске, в вашем отчете говорится о том, что недостаточно высокий уровень знаний просто по составлению бюджетов, по расходованию публичных средств? Начну с последнего вопроса, потому что век живи, век учись. Это невозможно, что кто-то говорит, когда говорит, я все знаю. Невозможно. Особенно, когда член счетной палаты сказал, что у нас даже законы такие, что они один-два закона и в разные стороны показывают. И поэтому нам надо знать вообще-то все, что мы должны делать. И хочу спасибо, что есть такая передача, вот где мы участвуем. И вообще-то ИДИС Виитору участвует вот в этих семинарах, когда мы с советниками, с примарями, первый уровень, второй уровень, то есть анализируем, говорим, какие есть хорошие примеры в разных частях республики или даже за границей. У нас вообще-то сейчас ИДИС Виитору работают два сайта. Это localbudget.viitoru.org и localtransparency.viitoru.org, где тоже открыто можно посмотреть вот этот вот анализ транспарентности наших местных самообществ. И то же самое бюджет. Можно сравнить бюджеты, сколько людей живут в этих городах. Это для того, чтобы мы могли знать, за что мы боремся в территории. Надо знать свои права. Надо знать это, потому что мы говорим, все, мы выбрали. Хочу сказать и еще один момент, когда господин Михайлов сказал, что есть люди и заинтересованные, но здесь опять надо знать свои права, и с другой стороны толерантные, то есть они ни к чему. Есть одна книга «Анастасия», и там я прочитал одну хорошую притчу, где генерал говорит своей армии: вы имеете в меня, вы верите мне? Да, мы верим вам. И в это время начинается война. И он обращается к армии. Армия, сейчас будем идти воевать, драться. Он говорит, а мы тебе верим, иди дерись. Поэтому вот сейчас у нас получается с местным сообществом. Выбираем главу местной сообщества, даже и на первом, на втором уровне. И как бы получается, вы там решаете, а если вы что-то нарушите, это опять же мы вас будем, как говорится, по головке не погладим. И еще вторая притча, когда, знаете, есть отец, сын и с осликом они идут, и когда все им говорят, вот они идут пешком, ослик сзади. Говорит, вот отец и сын не идут, говорит, вот какие они неумные. Он имеет ослика, они ездят на нем. И тут они сели на второе село, сели вместе. И опять слушают людей, говорят, вот смотри, какие они нехорошие люди, сели и издеваются над осликом. Потом третье село, там сел сын, и опять же село говорит, вот смотри, какой невоспитанный сын, он не уважает отца. Поменялись обратно, отец на ослике говорит, вот смотри, какой отец, он не уважает своего сына. И притча заканчивается тем, что ты не будешь делать, все равно будут говорить тебе, критиковать. Так что надо, вот я почему объяснил, что стратегические планы, которые развитие местных сообществ, развитие экономические. И именно для того, чтобы потом представлять в АДР, агентство развития, и для того, чтобы выигрывать вот эти гранты, потому что гранты и проекты, для того, чтобы у нас сейчас есть проблема, инфраструктура. Вот это самое главное. У других уже позавчера сделали это, а у нас мы еще должны работать над этой инфраструктурой. Так что мы когда говорим, что
надо знать свои права, войдите в сайты, которые я вам назвал, и давайте работайте дальше. Спасибо, господин Молдовану. Я бы хотела вернуться все-таки к этому сюжету, который подготовили наши коллеги из Кишиневской студии. Он завершается тем, что теперь Счетная палата будет проводить мониторинг финансовой деятельности муниципальных предприятий. У нас в Басарабяске это больной вопрос. Как вы все прекрасно знаете, и наши телезрители тоже, не так давно на этих муниципальных предприятиях была проведена финансовая проверка, которая выявила множество нарушений. Давайте посмотрим репортаж на эту тему, потом его обсудим. В конце прошлого года на всех муниципальных предприятиях города Басарабяска была проведена комплексная финансовая проверка. После этого в них сменились руководители. Финансовая инспекция вынесла предписание по устранению выявленных нарушений. Например, в муниципальном предприятии «Аква Басарабяска» предстояло решить вопросы, связанные с оплатой учебы руководителя за счет предприятия, договором аренды его же автомобиля, а также с начислением зарплат сотрудникам учреждения. Однако тогдашний директор «Аква Басарабяска» Степан Димитров утверждает, что нарушений со своей стороны не видит. Начиная с 2013 года штатное расписание, коэффициент руководителя от 4 до 8. Вы мне поставили коэффициент 4, минимальный. Все, с тех пор я минимальную зарплату умножаю на минимальный оклад, который ставит правительство. Я не вижу здесь своего вины, вы оцените это все, конечно. Масса нарушений была обнаружена и в муниципальном предприятии жилищно-коммунального хозяйства, которым на тот момент управляла Любовь Телегей. Есть нарушения финансовые, убытка на данном предприятии не имеется. Те нарушения, которые имеются, значит, мы возьмем во внимание, будем устранять. Отчет по результатам проверки директор коммунальной службы отправила в Приморию, однако руководство города ее объяснения не устроили. В ее письменном объяснении написано, что виновны все, кроме госпожи Телегей, понимаете? Значит, материальная помощь была выделена в общей сумме 30 274 лея. Из этой суммы 21 800 именно было выделено госпоже Телегей. А рабочие не получали. Ревизор пишет здесь, что вы, находясь на учебе, вы себе выписываете путевой лист и берете себе бензин на 2-3 дня. В муниципальном предприятии АП «Канал» финансовая инспекция также выявила ряд нарушений. Плюс ко всему, в конце 2016 года Сергей Сдвижков, тогдашний руководитель предприятия, без согласования с его учредителем, городским советом, запустил процедуру плана. Сейчас по решению апелляционной палаты АП «Канал» находится в процессе несостоятельности. МПУ ЖКХ получает прибыль от своей деятельности, стало известно только после финансовой проверки. Ну, и почему такие проблемы произошли? Потому что, я думаю, как я вижу эту ситуацию, потому что руководители этих предприятий по ЖКХ, АП «Канал» и «Аква Басарабяска» просто не могли, и не то что не могли, не хотели найти общий язык с исполнительным органом нашим, понимаете? Потому что если бы хотели работать сообща, на благо города, это было бы все открыто, и я думаю, не было бы никаких проблем. Но так как происходили вот эти вот... Господин Скузай, а вы как считаете, руководители этих муниципальных предприятий должны были бы как-то отчитываться и в первую очередь перед своим учредителем, да, городским советом, и даже перед всеми жителями города о том, как расходуются деньги, которые люди платят за услуги? Должны были, конечно же. Я даже к руководителю по ЖКХ заходил, даже хотел попросить 1 единицу техники в аренду, тоже, что было бы нормально, эта единица техники бы работала, а сейчас она стоит разваленной. Каждый руководитель должен нести отчет и не должен сувать свою руку в общественный карман. Потому что все равно придет время, когда придется отвечать. И чем и поплатились наши руководители. Но
случилось то, что случилось. Случилось да? то, что случилось. Господин Михайлов, а какой механизм контроля за деятельностью муниципальных предприятий можете предложить вы, исходя из своего опыта работы секретарем городского совета? Это очень просто, ребята. Обязательно, мы посмотрите статью 14 закона о местном публичном управлении, где обязанности, где полномочия местного совета, там заслушивает подведомственные службы любое время, когда потребуют советники. Назначить в год 1-2 раза, можете даже 2 раза заставить их отчитаться перед вами и пусть отчитываться за свою деятельность. И я думаю, что вот этого всего не было, хотя по уставу муниципальные предприятия они ведут самостоятельно, они разрешенные предприятия, они самостоятельную финансовую деятельность. И ну, здесь в данном случае я же вижу таким образом, что они отчитывались перед учредителем, чего, каких успехов они добились. Или наоборот. Ну, да, они ведут свою самостоятельную деятельность, но в законе о публичных финансах сказано, что городской совет вправе требовать финансовую отчетность от этих муниципальных предприятий. Это же учредители, как не вправе? Конечно, вправе. И городской совет не раз ее требовал, но все отклонялось, поэтому вот имеем то, что... Вправе, потому что он является учредителем, поэтому учредитель это как отец, будем говорить, семейства, как по-другому. Учредитель является городской совет. Господин Молдованов, мы сегодня много говорили о транспарентности в работе органов местной власти, в том числе и о том, что касается финансовой прозрачности. Ну, и мы приводили выдержки из различных законов. А все-таки известно, что нарушение закона должно повлечь за собой ответственность. Скажите, вот в Молдове существуют ли такие случаи, когда местные администрации были наказаны именно за отсутствие прозрачности в своей работе? Я еще не слышал, что есть такое решение, что наказаны за прозрачность. Ну, там идет дисциплинарное, согласно закона. Но я хочу поддержать мнение господина Михайловна, что отчеты, согласно закону о местном самоуправлении, проводят 1 раз в год местное самоуправление, то есть примар должен выйти и высказать, и местное сообщество, то есть консильеры, они требуют от публичных, то есть муниципальные вот эти службы требуют, потому что требуют отчета. И еще они же утверждают и цены. У нас, я хочу напомнить, что есть практика в Республике Молдова, где соединяются побольше местных советов и поддерживают одно межмуниципальное предприятие, где больше участников, где цены, то есть и ниже, и я могу сказать, что и качество лучше. То есть мы смотрим, что один трактор на одно село, которое 2000 жителей, мы можем умножить, если у нас 3 села, и получается где-то 1010 населения, и получается трактор, машина, подметают, то есть услуги, они более качественные получаются. Вообще-то человек хочет, чтобы ему предоставили услуги, и качественные. Для этого они должны бороться. И вот вы говорили, что мы должны знать, что вот я хозяин, и я вот на этой земле. Вообще-то человеку надо дать услуги. Партнерство. Это мы не должны стесняться. Потому что практики очень хорошие есть, где мы тоже работаем, и можем, войдите на наш сайт и Bunili Practici, и там есть очень много хороших практик в нашей республике. Не будем говорить, что из-за рубежа. Хотя мы боремся для того, чтобы качество жизни выросло у нашего населения. Ну что ж, время нашего прямого эфира практически истекло, и в завершении, уважаемые участники, я прошу вас назвать буквально несколько шагов для того, чтобы местные власти и гражданское общество были более открыты по отношению друг к другу, и чтобы все-таки повысить уровень прозрачности, в том числе и в отношении распределения публичных финансов. Господин Михайлов, пожалуйста. Я согласен с вами, что нужно усиливать эту работу, то есть найти различные методы для доведения вот этих всех наших решений для местного сообщества. Не все заходят на эти сайты. Повторяю еще раз для наших граждан, www.basarabiaska.md это наш сайт, где вы можете ознакомиться. Мы не только проект бюджета, мы все решения там выставляем и проекты всех решений. Буквально касается любых вопросов жизнедеятельности района. Будем работать. И я думаю, что вот прав здесь и Егор, что нужно все-таки
через своих советников, это являются представители, избранные народом, выходить на людей и больше доводить до сведения людей все те решения, которые мы принимаем. То есть больше живых встреч проводить? Больше живых встреч проводить с людьми. Господин Скутарь, вы как считаете? Я считаю, что гражданское общество тоже должно быть более активным, и мы сможем чего-то добиться в решениях советов, предприятий, много чего сможем добиться. И надо сотрудничать и с руководством, и все будет нормально. Да. Господин Никита? Я согласен с коллегами, да, мы должны в первую очередь доверять друг другу и доводить до граждан. А каким образом доводить? Каким образом доводить? Ну, в первую очередь, да, надо поработать насчет, вот вы правильно показали, насчет сайтов Приморьи и районного совета. С этим надо поработать. Опять же, поработать надо с советниками, чтобы люди доносили. И как-то обсудить это с исполнительным органом, чтобы они тоже предприняли какие-то меры для того, чтобы доносить это. Можно даже объявление по телевидению, можно по радио доносить вот это вот до людей. Спасибо вам всем за участие в сегодняшней передаче. На протяжении последнего года на всех уровнях активно обсуждается кража миллиарда из банковской системы Молдовы. Но мало кто задумывается о том, что все начинается с мелочей. И может быть, если мы все будем более ответственными к тому, что можно назвать словом «общественная собственность», то и крупных финансовых преступлений станет меньше. Другой альтернативы у нас попросту нет. Благодарю вас всех за внимание, приятного вечера и до новых встреч в эфире. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.